На днях якутская делегация в составе 13 человек приняла участие в международной научной конференции школьников Expo Sciences Asia 2022 в городе Дубае. Престижное мероприятие проходит под патронатом президента Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Это руководитель делегации Малой академии наук Якутии Максим Сорочинский и ученик 8 класса физико-технического лицея имени Владимира Ларионова Артем Мардин. Доброе утро. Доброе утро. Максим Анатольевич, расскажите, пожалуйста, как для делегации прошло мероприятие? Вообще, сколько человек представляли нашу республику? Как уже вы сказали, делегация была в составе 13 человек. Это вот только делегация из Якутии Малой академии наук. Помимо этого, также принимали участие школьники из гимназии при МГУ и из школы, тоже гимназии Святого Василия. То есть у нас была такая достаточно обширная российская делегация, порядка 30 человек. И, соответственно, мы все вместе принимали участие в данном мероприятии. А из каких районов были отобраны участники? Участники были отобраны из Нерюнгри, из Мирного, из Сунтарского улуса и из города Якутска. То есть география, в принципе, была довольно обширная. И мы смотрели участников, которые принимали участие уже в наших мероприятиях. Это «Шаг в будущее», это мероприятие, которое мы проводим совместно с Сириусом, так как являемся региональным центром по поиску и поддержке одаренных детей. И также проходил еще второй отбор, это организация Милсет, которая непосредственно является организаторами данного экспо, данного мероприятия. Артем, поделитесь своими впечатлениями. Поездка мне очень понравилась, потому что это была моя первая поездка за границу именно по научной деятельности, и все было организовано на высшем уровне. То есть все было очень хорошо. Как вы вообще попали туда? Я Состав с делегации? 6 класса примерно участвовал в научных конференциях, которые проводятся МАНом и не только. Занимал места когда как, и вот так в один раз пригласили меня, получается. А какие в целом работы представили наши ребята и по каким критериям проводился отбор? В целом, на самом деле, работы были разнообразны. Вот, например, у Артема работа была связана с космосом, то есть со спутниками Консат. Также у ребят были работы по строительным материалам новым, по онлайн-платформам. Вот, в частности, у нас была работа, они устроили Алексея по метавселенной, то есть по разработке метавселенной, которая вот очень заинтересовала других участников и вообще руководство Арабских Эмиратов, которые оставили контакты и тоже хотели бы сотрудничать. Кроме этого, представили механическую модель большого адронного коллайдера, были работы. Затем по нашей насущной теме это по диспенсеру, который автоматически меряет температуру и выдает там дозу антисептика, были работы у наших ребят из Нерюнгри. То есть работы были совершенно разнонаправленные, а критериями, соответственно, были сами проекты. То есть мы смотрели прежде всего на интересные проекты, которые ребята уже представляли и защищали, и смотрели на владение английским языком, потому что необходимо не только иметь уже готовый проект, который можно представить на международном уровне, но, соответственно, хорошо про него рассказать и ответить на все вопросы, которые будут возникать в ходе экспо. В рамках участия еще у школьников была возможность посетить экспо, да? Какие были впечатления от этого? Поражает, на самом деле, это огромнейшее мероприятие, которое прям колоссальных масштабов. Нам выделили около 2 часов на посещение, и, скажем, этого не хватило. Мы успели посетить только 2 полигона, это российский и турецкий, и они огромные, то есть поражает очень. А вот расскажите, что нужно сделать для того, чтобы попасть в ряды ваших делегаций? На самом деле все просто. Нужно любить науку и заниматься наукой, участвовать в мероприятиях, которые проводятся в Малой академии наук. Вот, например, одно из самых таких масштабных и популярных — это «Шаг в будущее». Кроме этого, есть и другие мероприятия, которые мы проводим совместно с Сириусом. Это и «Большие вызовы», и другие конференции, мероприятия. Самое главное — придумать идею и, соответственно, довести ее до конца. И вот также
хотелось бы, наверное, сказать слова благодарности целевому фонду будущих поколений, потому что мы как раз совместно с ним работаем, и вот директор Владимир Анатольевич был с нами в составе делегации, он представлял там международные интеллектуальные игры, которые пройдут в этом году летом у нас в Якутске, и, соответственно, мы предлагали тоже участникам приехать к нам и принять участие в международных интеллектуальных играх. Артем, от лица школьников, скажите, с чего школьникам нужно начать? Как вообще развить Вот в как себе Максим, любовь к да, науке? как Максим Анатольевич сказал, это, наверное, шаг в будущее. То есть я тоже через него начинал. Примерно в 7 классе у меня был проект по датчику, который анализирует себя в пространстве. Я участвовал, получал первый опыт. Я тогда, по-моему, ничего не занял, но это дало толчок в плане интереса. То есть я начал заниматься, посещать кванториум и такие места. И после этого уже попал на республиканский этап. Там занял 2 место, и меня позвали на поездку. Мгм. Но мы также знаем, что перед вылетом в Дубай ребята прошли такой экспресс-курс, образовательную программу исследовательской школы университетской гимназии при МГУ. Значит ли это, что Малая академия наук Якутии проводит такую профориентационную работу среди школьников республики? Ну, я, наверное, начну, Артем, если что, добавит. Да, действительно, мы как бы стараемся работать, у нас есть очень много партнеров, в том числе и за рубежом, это и Сингапур, и Южная Корея, и многие другие, то есть те организации, университеты, школы, с которыми мы сотрудничаем, и в том числе мы сотрудничаем с Московской гимназией, вот они организовали буквально там за 2-3 дня, вот пока мы находились до непосредственно поездки в Дубае, организовали для нас такой краткий курс, очень интересную программу, где ребята сделали различные лабораторные работы, посетили корпуса МГУ, мы были в НИИ ядерной физики, по-моему, да, там тоже на оборудовании делали лабораторные работы. И на самом деле стараемся, чтобы наши школьники развивались, чтобы поступали в лучшие места и, соответственно, возвращались к нам в республику и здесь уже делали науку и занимались вот такими разными интересными вещами. Думаю, Артем еще со своей точки зрения тоже дополнит, как ему понравилась или не понравилась программа. Да, на самом деле очень-очень интересно. То есть мы были в Институте ядерной физики, и там все на высшем уровне тоже. То есть техника, которая, наверное, нигде, кроме как в Москве, нету. Мы снимали показания, график Солнца, с помощью которого анализировали, какие на Солнце есть химические элементы. Это было очень интересно. Я не думаю, что где-то в Якутске мы сможем так получить, такой эксперимент провести. То есть он трудоемкий довольно. И также мы проводили эксперимент, который позволяет узнать, есть ли магнитное поле на очень далеких звездах. Очень-очень интересно получается. Есть. Да. Большое вам спасибо за такую интересную беседу. Мы поздравляем вас искренне, желаем вам дальнейших успехов. Ну и, конечно, спасибо вам, что в это утро вы пришли и дали вот такие вот действительно хорошие советы тем, кто сейчас только сидит на школьной скамье, да, и только-только делает свои первые шаги в науке. Да, действительно, спасибо большое, Максим, Артем. Спасибо. Мы желаем вам дальнейших успехов. Ну, а